Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео казахов. Человек будет говорить в видео, я так понял, казахов ненавижу. Казахи, простите меня. Очередной будет, простите, извините, да, и будет оправдываться. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Смотрим, друзья. Придет Российская Федерация с оружием в Казахстан, забирать, например, север Казахстана и так далее. Что вы будете делать в этом случае? Я пойду за Россию. Будете за Россию. А почему? Потому что я русский, я вот такой долбой поставься с казахами, блядь. Можете громче, что казахи? Казахи не смотрят, вами остался, блядь. Вы ненавидите казахов? Ну да, и они нас ненавидят. Ненавижу, говорит казахов. Будет война, будет биться против нас, в спину нам будет бить. О как! Да не только это, вы сейчас дальше услышите его речь знаменитую. И казахского государства никогда не существовало. И истории у нас нет, и язык у нас. Надеюсь, вы понимаете, ну вы услышите все. В общем, полная шовинизма речь, настоящий нацист, ненавидящий всех, кроме себя. Он всегда считает нас на уровне своих маленьких гениталий. Вот там вот где-то мы должны быть, а он великорос. Он выше всех нас. Сейчас услышим дальше его речь. Друзья, здесь есть о чем поговорить. Тут дело даже не в его личности в целом. Он с Алматы, его зовут Сергей. Взял я это. А он попался в чат рулетки Святе Джавелине. Свята, приветствую вас, большое спасибо. И сейчас мы посмотрим и послушаем, что он говорит дальше. Естественно, как у них бывает, да, будет и извинение слезное. Как же без этого? Интересно. Ассаламу алейкум, приветствую, леди и джентльмены. Вы на канале Азмаз Шоу, с вами Сула. Прежде чем мы перейдем к этому видеоролику, прошу вас подписаться на наш новый Азмаз телеграм-канал. Вот здесь вот будет ссылочка. Туда мы выкидываем как минимум 3 новости ежедневно. Эти новости не входят в наши основные YouTube каналы. Также, если хотите посмотреть этот выпуск на казахском языке, у нас есть қазақ тілінде жаңадан ашылған Азмаз қазақша YouTube парақшамыз бар. Азмаз қазақша. Міне осы сілтемемен өте аласыз, соған сізге жазылуға үлкен өтініш. Также сол сілтемесін на видео астында таба аласыз. Под видео в описании найдете ссылку на Азмаз қазақша, сможете найти ссылку на наш телеграм Азмаз, и в первом же закрепленном комментарии он будет, эта ссылочка. Ну что ж, давайте смотрим, поехали. Вы живете в Казахстане? Да, А в каком городе? Алматы. Алматы. Вы вроде говорили, не помню. Скажите мне, пожалуйста, а кто создал Казахстан? Советский Союз создал. Советский Союз создал Казахстан. Ленин, то есть, да? Нет, не Ленин. Не Ленин? Нет. А кто? Просто у казахов никогда не было своей земли. У казахов никогда не было своей земли? Не было. Так, Половина территории, блядь, Казахстана принадлежит России. серьезно? Да, Северный Казахстан, блядь, особенно, блядь, принадлежит России. Вы слышали, как Российская Федерация, ну то есть, то бишь Россия, да, заявляет, что хочет вернуть земли Казахстана, которые она им подарила? Да, слышал. Слышали? Хотели бы, чтобы вот Казахстан присоединился к России? Ну, опять одной страной быть. Я вообще-то не против. Что? Я вообще-то не против. Не против. Угу. Понятно. Придет Российская Федерация с оружием в Казахстан, забирать, например, север Казахстана и так далее. Что вы будете делать в этом случае? Я пойду за Россию.
Будете за Россию. А почему? Потому что я русский, у меня сестра и много родственников живут в России. Угу. Я вот такой долбоеб поставший с казахами, блядь. Ну, вроде с какой-то другой земли. Можете громче, что казахи? Казахами с маленькими этими ебаными остался, блядь. Вы ненавидите казахов? Ну да, и они нас ненавидят. А каким образом они вас ненавидят? Ну, тут есть русофобия тоже. Вас ущемляют казахи? Ну да, даже по языку ущемляют. А скажите мне, пожалуйста, а вы как русский человек, который живет всю жизнь, я так понимаю, в Казахстане, да? Да, да. Вы выучили государственный язык Казахстана, казахский? Нет. Почему? Потому что я учился в русской школе. Мгм. Мгм. Ну, Да и у нас, подожди, у нас 90% казахов даже блядь, свой язык ебаный не знают. ага, даже так. Ничего себе. Они просто ходят, выебываются, блядь. Типа знают, блядь. Половина, блядь, на русском, половина на казахском пиздец. Ага. У них нету ни истории, блядь. Ни хуя у них. Ничего нету своего. Понятно. Странно. Ясно. Ну, как-то немного вы меня в шок. Так, ну, я просто девочка, такая слабая девочка, вот. Получается, вы бы пошли в 100% бы за Россию, потому что, ну, типа, нахрен этих казахов надо, да? Ну да, я русский человек, я буду по-любому за Россию. Понятно. А почему вы не возьмете, например, там вещи и не уедете жить в Россию, если вам так плохо жить в Казахстане с казахами? Эх, блин, такой сложный вопрос задала. Не, ну нормальный вопрос. Если бы мне не нравилась какая бы там страна, я бы собрала бы вещи и уехала бы жить туда, где мне нравится. Так, наверное, любой адекватный человек бы сделал, да, если бы ему не нравилось или еще что-то, он бы взял и уехал бы просто, но нет, надо сидеть, что ждать, почему там жить, для чего. Почему вы не сделаете так? Во-первых, сейчас этот менталитет совсем другой в России. Что не слышу? Менталитет совсем другой. У вас? Если между Казахстаном и Россией очень совсем другой менталитет. Если я даже приеду в Россию, меня будут называть чуркой, потому что у меня менталитет совсем другой. Так вы же русский, что вас буду так называть? Ну, я всю жизнь вырос в Казахстане, у меня менталитет совсем другой. Хоть я говорю по-русски, блядь. Угу. Они какие, ну, я там не был, я так слышал, блядь, что они чуть-чуть забитые, они какие-то, блядь, блядь. Я как-то более-менее общительный, они ебать, блядь, они меня... Ну, они, короче, кто с Казахстана приезжает, они сразу выкупают, вот, блядь. На ровном месте. Да, блядь, и чур... Ну, присутствует к тебе, блядь, слово чурка, блядь. Они, у нас это их называют казахов, блядь. А мы там будем чурки, блядь. Угу. Понятно. Ну, как-то просто мне странно. Ну ладно, ну это ваше как бы право, ваше мнение, ну нормально. Главное, что вы, как истинный русский человек, пойдете воевать за Россию. Это грамотно. Ну да, если даже сейчас вот у нас слухи ходят, что хотят, блядь, собирать людей на войну вот, за вашу Украину, блядь. Угу. Я лично не пойду, пускай меня посадят, я буду, блядь, против термистов, но я против своих не пойду, блядь. Ага. Я поняла. Пойти против своих. Я Ясно. лучше, блядь, сдохну, блядь, в тюрьме, что ли, блядь. Но против своих я не пойду никогда. Поняла. Хорошо, Сергей, спасибо вам большое за диалог, было увлекательно. Свяжемся с вами в WhatsApp. Вот так вот, да, вот так вот. Прежде чем мы послушаем его извинения, он там извиняется, сразу же хочу обратиться к тем гражданам Республики Казахстан, которые за русский мир, которые за Путина, которые за возвращение Советского Союза, вот всю вот эту вот белибердень, которую они хотят обратно, чтобы здесь, которые ждут здесь оккупантов, которые хотят научить казахов быть правильными, которые обвиняют нас при любом удобном случае в русофобии. Вот, да и вообще ко всем гражданам обращаюсь. Ребят, вы должны определиться, вы с кем. И вы кто? Вы туристы здесь? Либо вы гастарбайтеры,
и мы позволяем вам здесь работать. Либо вы коллаборанты и сепаратисты. В таком случае с вами вопрос будет очень-очень простой. Мы вас по-любому всех выведем на чистую воду. Либо вы казахи. Вот прям так. Либо вы казахи. Вы просто определитесь, вы в нашей команде или нет. Казахи я имею в виду, ребят. Это вы людей делите на национальности. Я же говорю, если вы казахи, то все нормально. Неважно, кто твой папа, кто твоя мама, какой национальности. Если ты себя идентифицируешь казахом, если ты себя ощущаешь казахом, а это значит то, что ты за территориальную целостность нашей республики, за нашу независимость, если ты уважаешь наш государственный язык казахский, если ты за процветание этой республики, если ты уважаешь и ценишь культуру и историю Казахстана, значит ты казах. Значит ты в нашей команде. Значит мы двигаемся дальше вместе. Значит мы строим новый наш Казахстан. Значит мы оберегаем его от всяких непонятных сепаратистов и коллаборантов в первую очередь. Определись, кто ты и в какой ты команде. Ты в нашей команде или нет. Заметь, я еще раз подчеркну, не имеет никакого значения, какой ты национальности. Абсолютно. Если ты себя считаешь казахом, все нормально, ты с нами. Вперед, газуем, топим. Давайте теперь послушаем извинения этого недочеловека, на мой взгляд. Смотрим. Меня зовут Сергей. Недавно в чат рулетки я наговорил лишнего про Казахстан и казахстанский народ, о чем сильно сожалею. Я, родители и мои дети всю жизнь живем в Казахстане. У нас очень много друзей казахов, с которыми мы очень хорошо дружим и всегда поддерживаем друг друга в трудную минуту. Не знаю, что на меня нашло в тот день. Я очень сожалею о том, что я наговорил в нетрезвом состоянии. Я готов понести ответственность за свои слова, но я очень сильно прошу прощения у всего казахского народа. Простите меня, пожалуйста. Я очень люблю и уважаю казахский народ. Извините еще раз. Ну, вот так вот. Вот так вот, друзья мои. Он алматинец. Да, видно по нему, что, умом, так скажем, его не наградили. Но это однозначно. Да, всю жизнь прожил в Казахстане и не знает... Не знать казахский язык здесь, в Казахстане, господи, это надо постараться. Либо надо постараться, либо надо испытывать неприязнь, ненависть, как он и говорит, к казахам. Понимаете? Ты всю жизнь здесь живешь, как ты не можешь знать? То есть, возможно, он знает, он просто ему неприятно говорить о том, что он знает казахский язык. Вот так вот, друзья. Оставьте свое мнение по этому поводу в описании 100%. Под этим видео. Давайте пообщаемся в комментариях, имею в виду, под этим видео. Друзья, ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Но по поводу того, что он, да, там, просто он в конце сказал, я очень сильно люблю, да, Казахстан уважаю. Но как верить в эти слова после того всего, что ты наговорил? Вот я честно не понимаю, как он, будет... вот человек, к нему так же сказать, вот я тебе там наговорил гадостей, потом записываю видеообращение и говорю, извини, давай, типа, что сделаем так, чтобы вроде этого не было, и вроде я это не говорил. Как можно верить в эти слова после того, что он наговорил? Я, честно, вообще без понятия и не понимаю. И, конечно же, друзья, то, что... он сидит, да, и вот такие высказывания говорит. Я просто тоже не могу понять, почему не собрать вещи и просто не взять, не уехать, и не мешать жить, и не появляться, да, в интернете вот потом с такими извинениями или с такими высказываниями. Просто если тебе и так не нравится здесь, собери вещи и уедь просто в другую страну. Увидишь, как там живут. Может, ты поймешь, что наоборот было в Казахстане намного лучше. Но эти люди нет, надо сначала обгадить,
а потом уже какие-то действия предпринимать, но могут уже быть потом поздно после действия, потому что правоохранительные органы займутся такими людьми и придется учить казахский язык. Вот это мое личное мнение, друзья. Обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам, друзья. Берегите себя. До встречи.